Здравствуйте! Сегодня гость программы «7 дней плюс» – научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан Дина Гатина-Шафикова. Дина, здравствуйте. Добрый день. Дина, вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что по традиционному костюму того или иного народа можно судить об истории этого народа. Вот когда начался зарождаться традиционный костюм именно у татар? Говорить о костюме можно много и долго, но, безусловно, необходимо понимать, что сама история без костюма невозможна. То есть, когда появилось человечество, когда оно стало себя осознавать, уже тогда начали носить первую одежду. И говорить, что вот когда-то она родилась у татар, тоже нельзя. То есть одежда была всегда. Тут уже необходимо понимать о самосознании себя и понимании, кто ты есть – татарин или татарка. Рассказывая о костюмном комплексе, необходимо понимать, что есть определенный исторический этнографический период, когда мы можем рассказывать именно о татарском костюме. Когда есть источники, либо визуальные, либо графичные, или источники музейные. И вот наиболее такие яркие, представляющие татарские костюмы, это источники 18-19 века. 19 века достаточно много сохранилось в музейных коллекциях, а более ранний период – это, безусловно, уже визуальный материал. То есть мы можем увидеть сегодня, да, в музейных коллекциях именно те элементы национального костюма, которые были даже в XVIII веке? В XVIII веке, скорее всего, нет. XVIII век – это именно визуализация, когда рисовали. Необходимо вспомнить, когда открылась в Петербурге Академия наук, а это именно XVIII век, тогда было очень много экспедиций. И именно в этих экспедициях зарисовывали костюмные комплексы разных народов Российской империи. А какие основные элементы были у татар? Основной элемент татарского костюмного комплекса, безусловно, это рубаха. Причем рубаха туникообразная, она была длинная, как и у мужчин, так и у женщин. Например, мужская рубаха, она была практически до колен. Для народов, окружающих татар, финно-угров, славянских народов, были характерны более короткие рубахи. У женщин рубахи достигали длины до щиколотки. Второй элемент, такой наиболее значимый и характерный для татар, это штаны с широким шагом. Вот. Они были в форме буквы «П», то есть две штанины, которые посередине соединялись куском ткани и напоминали собой именно «П» букву, которая нам знакома. Характерно, кстати, также для многих тюркских народов. К татарскому костюмному комплексу относится и камзол. Вот, как многие сейчас его называют, еще жилет. Камзолы были разные, они могли быть как с рукавами, так и без рукавов. И уже, наверное, можно сказать, что к концу XIX века они укорачиваются. Если до этого они были длинные, достигали длиной до колен, то уже к более позднему периоду становятся короче и более приталенные. Вот. Но без украшения никак нельзя. То есть как бы выделялся, показывался статус, полувозрастные различия. Также необходимо понимать, что есть и различия в мужском и женском костюмном комплексе. Мужской, он, конечно, всегда чуть проще, вот, более практичный, но женщины всегда себя украшали. Ну а модницы были у татар? Татарки, они очень большие модницы, как сейчас, так и тогда. Они, видя, как одеваются, как носят одежду другие народы, перенимали какие-либо элементы, которые были им интересны и украшали себя. Например, необходимо вспомнить, в конце XIX века у татарских женщин появляется в моде турнюр. Что такое турнюр? Это небольшая накладочка в задней части, а именно где попы находятся, чтобы сделать более изящными формы. Сначала эта мода приходит в Европу, потом приходит к русским красавицам. Татарки, увидев такой элемент одежды, решили тоже использовать в своем костюмном комплексе. Но еще вот такие красивые украшения же были у татар, да, у татарских женщин. И татарские женщины себя обильно украшали. Они любили различные каменья, любили яркие ткани шелковые. Как вот, например, показали вы себя на грудной части, очень такие знаменитые именно у нагрудники казанских татар изю. Вот, вообще нагрудники характерны были для разных народов. Но вот именно у казанских татар в городской среде изю отличались чем? Они были украшены различными лентами шелковыми, либо позументными лентами, украшались какими-либо бляхами. Если, например, говорить про финно-угров и других тюркских народов, в основном нагрудники украшались серебряными рублями, какими-либо нашивками, каури, то у казанских татар это был именно такой элемент, где было много шелка, много позумента и небольшие ювелирные бляхи. Иногда могли быть нашиты, конечно, и монеты, но не в таком большом количестве. Дина, ну правда говорят, что вот услышать татарку можно было издалека? Вот, то есть вот она шла и просто буквально звенела, да, всеми украшениями? Вообще могу сказать честно, что тюркские народы себя любили украшать. То есть, когда я была, например, в Башкирии, там говорили, что башкирскую женщину тоже сначала слышно. То есть, в целом, мы все схожи в этом плане.
Восточные женщины любили много украшений и яркие ткани. Ну, а сколько килограммов вот этого всего, вот этих изделий на себе носила женщина? Кто-то посчитал это или нет? Я даже могу сейчас сказать, что можно почитать Фукса. Вот. У него именно написано и стоимость костюмного комплекса «Зажиточные татарки», и скольки килограмм оно могло достигать. То есть там же были разные элементы. От самого шелкового платья, которое было достаточно тяжелое, до камзола, который также украшался и мехом, и позументом, и различными нашивками, до головных уборов, которые украшались не только вышивкой, различными нитями. Нити были разные, они могли быть металлические, например, канитель. Могли быть и шелковые, могли быть и крученые шелковые нити, а также могли быть и различные галуны, и бахрома, которые также утяжеляла сам костюмный комплекс. Но необходимо не забывать также и о ювелирных украшениях, которые были как на голове, на шее, на руках, на груди. То есть это все прибавляло вес костюмному комплексу. Это знаменитый колфак, да? Колфак, согласна, согласна. Но необходимо понимать, что колфак не единственный головной убор. Когда мы говорим о современной татарке и говорим, какой же знаменитый головной убор, все сразу колфак. Но не только. Колфак, он был как волосник, то есть это головной убор нижний, который закрывал голову. Потом было покрывало и могла быть еще шапка, а мог использоваться как и отдельный элемент именно костюмного комплекса. Вот, Дина, смотрите, вот у русских женщин, после того, как она выходила замуж, да, русская женщина, у нее сразу менялся костюм, национальный костюм, да, традиционный. У татар были такие различия или нет? Возрастные, я не имею, по состоянию там семейного положения. Вообще необходимо понимать, что до середины XIX века практически у всех народов очень четко прослеживалась половая возрастная разница в костюмном комплексе. Уже к концу XIX века эти границы стираются. Очень это заметно у татар по головному убору. То есть вот если мы с вами вспоминаем о колфаке, то есть девочка незамужняя могла надеть колфак, но при этом не закрывать свои волосы. То есть две косы, они были на выпуск, закрывались различными украшениями для волос. Это щащтенкесе, либо тезме, это накосники, которые закрывали косу полностью, либо знаменитый, какой у нас, другой, который вешались в конце. Да, сейчас будет. Ладно, Эльзира, я не могу вспомнить сейчас. Ну вот это вешается. Чулпа. Щулпа. Да, щулпа. Да. Щулпа или щулпа? Но че, мы пишем че, чулпа, как вот на русский такой манер произношения, либо щулпа татарща. Вот. То есть девушка могла себе позволить более, не то что фривольный, а более открытый вот, головной убор. Причем головной убор мог быть шапкообразный. Это кетежи, небольшие шапочки. Можно сказать, что они напоминают пилотки. Вот. Но женщина, выходя уже замуж, то есть это уже не девушка, а замужняя женщина, она должна была прикрыть шею, руки и практически всю верхнюю часть. То есть кроме колфака уже появляется покрывало и шапка. Вот. А в летнее время тоже покрывало и шапка? Покрывало. Только полегче, наверное, да, по фактуре? Да. Но необходимо понимать, что, например, у зажиточных слоев покрывала какие были? Они были шелковые, они были тяжелые. В селе, конечно, было чуть проще. Это были хлопчатобумажные ткани, либо шерстяные. Дина, вот сегодня некоторые вот мусульманские женщины, татарки, надевают костюм с ног до головы покрыты, да, то есть полностью. Это все-таки соответствует нашему именно традиционному костюму или нет? Необходимо понимать, что татарская женщина себя прикрывала. Вспоминая даже журналы 1-3 20 века, «Яшель», «Ялт-Йолт», там даже есть такие юмористичные картинки, их еще называют как «женщины-стажки». Там женщина полностью покрытая. Выходя на улицу, женщина все-таки себя покрывала. Причем пишут разные исследователи, я читала, что женщина могла прикрыться перед татарином, перед мусульманином, а перед русским она не прикрывалась, то есть она не закрывала лицо. Вот, то есть для своих единоверцев она должна была все-таки прикрыться. То есть своеобразно паранжа существовала, да? Это не паранжа. Это образ такой вот паранжи, вот именно как вот мы сейчас знаем, такого не было. Это были покрывала. То есть при надобности она могла прикрыть. А также многие женщины носили чапан, который мужчины надевали просто на себя, как обычно, халатообразную одежду, а женщины накидывали на голову. Вот. И при виде мужчины она просто прикрывалась. А дальше она шла, как обычно. Ну, Дин, но все-таки вот говорят, что мода, она изменчива, и мода, она постоянно возвращается. Мы сегодня можем увидеть какие-то элементы именно того традиционного народного костюма в нашем современном, скажем так, мире? Можем. Конечно же, возникает вопрос, что? Нам сейчас очень повезло, у нас появилась мода на оверсайз. Это одежда свободного покроя.
И обратите внимание, что многие девочки носят платья, которые похожи на те татарские платья, которые были характерны для конца 19-го, первой трети 20 века. То есть это высокий ворот, Да, да? воротничок, Длинные рукава. стоечка, рукав длинный, свободный крой, отрезной чуть выше талии, либо свободного туникообразного кроя. Если посмотреть фотографии городских модниц, уже это, вот, наверное, начало 20 века, когда вот мы видим эти мегачкалфак, вот как традиционный национальный элемент, там уже совершенно городские, такие светские дамы, у которых платья скорее в стиле модерн. Вот, опять-таки, мода, которая вошла в город, татарки ее переняли. Но при этом, если платья модерн, они всегда были обтягивающие, у татарок они были более свободного кроя, то есть не подчеркивали так вот ярко фигуру. Мне спрашивают, а какой любимый цвет у татар? Татары любят полихромию. Они как любили тогда, так и любят сейчас. Но причем необходимо отметить, что они очень деликатно сюда подбирали цвета. То есть это вроде бы такое обилие цветов, а там от красного, оранжевого, желтого, золотого, но это все сочетаемо. Посмотрим на колфаки. Более ранний вариант, когда они у нас из трикотажного шелка, они украшены вышивкой. Например, одна из таких вот вышивок ярких, характерных для татар, это ушковая техника. Когда кусочек ткани складывался в 3-4 раза и образовывалось маленькое ушко. И вот эти ушки, они пришивались от 100 до 200 единиц, образуя розетку цветка. Это очень сложная техника, то есть она очень кропотливая, долгосрочная. И вот в ранних образцах еще сохранялась. Но к концу 19 века, уже когда появляются полумануфактуры, когда уже на заказ шьют, там уже больше вышивка канителью, ну причем тоже очень красивая. Но это же очень сложно и очень дорого наверняка, да? Возвращаясь к современности, безусловно, это дорого. А То как есть же тогда решить для того, чтобы это стало массовым? Ведь не каждый масс-маркет может себе позволить, так? Ведь потребитель масс-маркета себе такую одежду. Согласна. То есть возникает проблема. Ты хочешь вроде показать свою идентичность через элементы одежды, но при этом ты понимаешь, что это дорого. У нас есть разные мастера, которые делают вот прям вот копии, причем достаточно дорогие. Безусловно, покупает на какие-то мероприятия. Это либо праздники, например, в театр поход, либо такие мероприятия, как никах, свадьба, то есть важные вехи в своей жизни. Но если мы говорим, например, о массовом производстве, то очень многое переходит в разряд, например, украшения. Как вы посмотрите, на мне сейчас украшения по татарским мотивам. Да? Узор откуда взят? Узор взят из кожаной мозаики. Но при этом, то есть как бы я показываю, что я знаю свою историю, я знаю эти мотивы, и вот такой небольшой брошкой я уже показала свою идентичность. Очень много переносится на ткань. То есть было из металла, стало тканью, да? Да, стало узором на ткани. Например, мы это можем видеть, различные украшения, которые просто печатаются на футболках. Тоже интересно, почему бы нет. Мы очень часто ругаем, что это как бы удешевляет процесс. А почему бы нет? То есть так мы сами себя позиционируем и рекламируем. Например, когда у меня приехала родственница из Тюмени, я ей первым делом что подарила? Подарила футболку и подарила ей брошку. И она сказала: вау! С татарским мотивом, да? Да. То есть это была молодая девочка, для которой это интересно. Ей не нужен колфак. Потому что, действительно, как вот говорят мои знакомые, я не пойду в кокошники. Безусловно, и она не пойдет в колфаке. Но она пойдет с этой брошкой. И вот уже в Тюмени, когда она со своими сверстниками встретится, они спросят, что за узор? И она расскажет. Ведь татарскую одежду возили и на мировые различные выставки, да, еще и в начале 20 века, и в 19 веке. Как это там все проходило? Вы ведь это все изучали, да? Но очень интересно вспомнить по поводу выставки, международной сельскохозяйственной выставки, которая проходила не один год. И там в павильоне, где представлена была Россия, активно выставлялись и татарские мастера. Туда водили и кожаную мозаику. Там были представлены и наши колфаки. Кстати, если есть желание, всегда можно найти с этих выставок каталоги, где мы уже можем увидеть эту продукцию. Ну, Айседора Дункан даже носила, да? Вспоминаем фотографии Да. Айседора Дункана и Есенина, да, как они отправляются в Америку, и там она находится в этих сапожках. Причем эта фотография гуляет по интернету. То есть мы даже сейчас можем увидеть Айседора Дункан в наших сапожках татарских. То есть вот эти расписные сапожки, они, значит, были популярны. Необходимо отметить, что они были не расписные. Это же кожаная мозаика, то есть каждый узор отдельно вырезался, вставлялся в общую картину, сшивался швом. То есть это было настолько красиво, настолько изящно, что, безусловно, это выходило не только на татарский рынок, не только на восточный рынок, это выходило на рынок и российский, и международный. А что стало с фабриками, вот, которые шили вот эти сапожки? Ведь они существовали, да? И в советское время, советское Нашарская фабрика, да? Вот. К сожалению, 20 век внес свои коррективы.
То есть полнейшая урбанизация, когда сельское население очень активно выезжало в город, и там уже не нужна была этнография. То есть необходимо было простая в обиходе одежда, которая быстро стиралась, сушилась и не требовала каких-либо усложнений в жизни. Соответственно, уже традиционные мотивы, они практически вышли из обихода. Но при этом они все равно существовали. Даже, например, моя старшая сестра, которая сейчас уже за 40, носила из царской фабрики туфельки, где была представлена кожаная мозаика. И до сих пор с теплотой вспоминает. Они были очень качественные и не знали износа. Но узор уже становился намного проще, уже не было той витиеватости, той изящности, которая была характерна для этнографического периода. Дина, но все вот это наследие наших этнографов, которые они собирали, можно сказать, по крупицам, по деревням, где это можно сегодня увидеть? Безусловно, у нас в институте есть архив, у нас есть архив визуальный. Этнографы не просто собирали в сундук и оставляли для себя, они писали книги. Большая беда современного поколения — мы не читаем. Мы смотрим небольшие клипы, которые снимают либо в интернете, выставляют на ютубе, либо в инстаграме, но мы не хотим чуть глубже войти в тему. Книги есть, они и продаются, и библиотеки есть. Второй путь — это музей. То есть, если ты хочешь узнать историю, ты куда идешь? Ты идешь в музей, где хранятся эти коллекции. И третий путь для, например, дизайнеров. Сейчас появился государственный каталог. Он представлен в интернете, где со всей России собираются, вливаются коллекции музейные. То есть, если ты хочешь узнать, как выглядит, например, колфак в Оренбургской области, ты заходишь в Оренбургский музей. То есть чуть-чуть больше усердия, желания, уже можно не только идти в библиотеку, искать материал, можно сесть в интернете, забить государственный каталог Российской Федерации музейный, и там уже выйдут многие коллекции, которые ты можешь увидеть воочию. Но также нужно и понимать, что вот просто открывая для себя госкаталог, у тебя вываливается огромный объем информации. То есть там То есть нужно конкретизировать, да? Да. То есть ты не просто набираешь татары. Ты, набрав татары, тебе выйдет все от брошюры, где написано, просто указывается слово татары, до рубахи. Если тебе нужна рубаха, пишешь рубаха казанские татары. Если ты хочешь какую-то другую информацию, ты уже пишешь конкретно мишари, касимовские татары, кряшеные. Дина, все-таки, как менялась тогда одежда в зависимости от территории проживания татар? Вот вы говорите, надо обязательно там вбить казанские татары или сибирские татары. То есть одежда отличалась? Основа была одна. Но были нюансы, которые отличали. Это, кстати, как вы правильно отметили, очень явно прослеживается в территориальных комплексах. Так, например, приуральские татары, те же самые татары. У казанских татар черный цвет практически не использовался. А, например, тех же самых башкир очень много в костюмном комплексе черного цвета. И вот у приуральских татар черный цвет уже появляется. То есть вот такие вот вроде бы маленькие нюансы. У казанских татар тастар. Что такое тастар? Это головное полотенце, которое обертывалось вокруг головы. Оно очень рано вышло из обихода, и уже в XIX веке уже не встречалось. А вот у мишарей и касимовских татар это было. Вот, то есть вот маленький элемент, но уже отличался. Или, например, кряшеные. У них очень много использовалось домотканины, что, например, не характерно для казанских татар городских. Свои особенности. То есть кряшеные, они в основном были сельским населением, и у них было в обиходе именно домоткань. Городские жители, они все-таки старались уже покупать ткани, которые были изготовлены на фабрике. Другие моменты. Например, если говорить о головных уборах, продолжать, да, тастарный комплекс. Эрпек. Вот, тут уже полувозрастные отличия. Молодая девочка никогда эрпек не наденет. Эрпек – это большое головное покрывало треугольной формы, которое по гипотенузе достигало 2,5 метров. То есть это вот огромное. Оно закрывало практически полностью шею и руки женщины. Это уже был головной убор пожилой женщины. Если мы говорим, например, об обуви, мы говорим кожаная мозаика, она так знаменита. В мужском сапоге мы кожаную мозаику практически не встречали. То есть, это, можно сказать, мувитон, чтобы мужчина так себя активно украшал. Но при этом женский щитек, он был практически полностью украшен мозаичным узором. У татар обувь какая была? Она была прежде всего башмаковидная, то есть эта верхняя часть сапога пришивалась отдельно от подошвы, то есть они вместе были. Это не был не сплошной литой кусок кожи, а отдельно шивные части. А говоря о татарских туфельках женских,
Другая особенность прослеживается. У них передняя часть туфельки сшивалась отдельно с задней, и они соединялись вместе посередине. Это, кстати, сразу такой яркий элемент, который отличал от обуви других народов. Кстати, кожаная мозаика в женских туфельках тоже активно использовалась. Женские туфельки были разные. Они могли быть из кожи, они могли быть из ткани и бархата, и украшались не только кожаной мозаикой, а также вышивкой и позументом, и канителью, и также различными нашивками из шелковой ткани. Причем туфельки были тоже разные. Они могли быть как с задником, так и без задника, то есть современный сабо, да, а уже тогда носили. И без задника тоже? И без задника с открытой тоже. пяткой? С открытой пяткой, да. Не может быть. Это в каком веке? 19 век, да. Казанские модницы, они какие были? Они видели, как вот я говорила ранее, туфельки были разные. Они были как заостренный носик сверху поднятым небольшим кончиком, а потом вдруг они становятся такие с тупым носиком, но тоже чуть приподнятым. Соответствует моде. Да, Мода меняется. Да. А уже в начале 20 века это уже были чисто модерн. Это были вот такие туфельки, но при этом с национальным узором. А в деревнях какие носили, какую обувь? Отлично. Тоже чабота? Отличный вопрос. В деревнях любили тоже кожу, но если носили, то только на праздники. Давайте уж понимать, да, что в поле ты не пойдешь, да, в кожаной обуви, это же, как минимум, ты просто ее испортишь. Чабота, да, все правильно. Но другая особенность, если мы говорим о татарском лапте, то у него, например, личико, где было плетение, оно было прямое, то есть у финно-угров у них было вот косое плетение. Если мы придем в музей, мы сразу посмотрим, ага, это татарский лапть, потому что у него прямое плетение идет, прям вот такие вот крестики, они прям читаемые, да? А у других народов они по косой идут. То есть даже по таким нюансам мы сразу можем понять, к какому народу относится та или иная обувь. Дина, а почему так татары все время хотели так выделяться? И вот и сапоги они шили по-другому, и лапти плели по-другому. С чем это было связано? Может, это связано было с менталитетом? Но давайте исходить честно. Татары – народ яркий. То есть и тогда, и сейчас. Не только яркие в плане танцующих, но в плане и умственных. То есть и были разнообразные поэты, ученые. Вспомним Сара Шахова, первая женщина, которая побывала в Сорбонне. Татарская женщина, да? И, соответственно, даже в таких вроде нюансов, как одежда, они старались показать свою инокость и разность, и отличия. Дин, ну вы говорите, что современная молодежь практически не читает, да? Ну где тогда вот взять информацию? Может быть, надо как-то вот с детского сада начинать, со школы начинать, рассказывать о национальном костюме. Ведь тогда ведь формируется и национальная идентичность, да, ведь исходя из этой информации. Безусловно, мне кажется, школа это уже поздно, надо начинать с детского сада. Но могу сказать, что все-таки работа в детских садах уже ведется. Сужу по своей дочке, которой 6 лет, там проводятся различные конкурсы. Там есть история татарского языка, татарская история, где они изучают традиции, обычаи татарских писателей. То есть, безусловно, работа ведется. Но, к сожалению, немножко хромает костюмный комплекс, то есть материальной культуры. Много говорится о духовной культуре и мало говорится о материальной. И сужу, например, так меня это очень затрагивает, ребенок в детском садике участвует в конкурсе, и нам предоставляют костюмный комплекс для участия в этом конкурсе. Но это скорее больше лубочный вариант, такой театральный, причем годов, вот, мне кажется, 90-х. А хочется чуть больше вот историчности. Вот над этим надо работать. То есть, чтобы и те люди, которые непосредственно пошивают эти костюмные комплексы для садов, для школ, уже интересовались. Не только дизайнеры, которые работают с заинтересованными, а с теми людьми, которые поставляют продукцию для уже общего образования, для школьного и детского сада. Сегодня можно увидеть какие-то элементы, например, когда идем в театр, когда мы идем на какие-то праздники национальные. А как сделать так, чтобы вот эти элементы национального костюма встречались вот повсюду на улице? Вот зашел ты в автобус и увидел девушку, например, там, у которой там красивое какое-то украшение национальное, да, или там у которой красивые серьги с национальным мотивом. Вообще такое возможно или нет? Но необходимо отметить, что насильно мил не будешь. Мы можем показать своим примером, мы можем рассказать. То есть не просто так снимаются передачи, не просто так пишутся книги. То есть необходимо знать, что если ты хочешь сохранить себя, сохранить свою культуру, ты должен ее как бы и сам популяризировать. То есть через свои знания, рассказывая другим, ты уже делишься этой информацией. Ну, а говоря о современной молодежи, то современная молодежь, мне кажется, намного более
заинтересована в этом, чем молодежь, которая там 10-15 лет назад. Если раньше было модно быть как все, то сейчас модно быть другим, отличающимся, и это уже хорошо. И как раз вот национальная одежда может стать для этого вот Безусловно, хорошей базой, безусловно. То есть, приехав в любой другой город, тебя обязательно спросят, а что это? И ты, рассказав, уже поделишься с миром о своей истории, о своем народе. Все-таки одежда, она формирует самосознание или нет? Необходимо понимать, что не только одежда, но одежда является одним из ключевых моментов. Мы сейчас живем в мире, когда тебя встречают по одежке. Репрезентация на внешности играет достаточно такую большую роль. А показав себя, ты уже можешь рассказать уже более глубокую историю. Дина, спасибо вам большое за такое интересное интервью. Я столько много новой информации для себя лично сегодня тоже почерпнула. Спасибо большое. Биг рахмат сизге. Сизге рахмат. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостья нашей программы стала научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан Дина Гатина-Шафикова. Биг рахмат сизге, Дина. Сау булыгыз.